В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Сегодня завершилось досрочное голосование. Бюллетени заполнили граждане, которые не смогут прийти на избирательные участки в назначенные даты. Вовсю готовятся к выборам и избирательные участки. Расскажем о подготовке площадок в Якутске. Спектакли с аншлагами и позитивными эмоциями. В Ленске продолжаются гастроли театра имени Пушкина. Якутия традиционно выбирает город Владивосток для покупки автомобилей и автозапчастей. Расскажем, как складывается ситуация на главном авторынке страны. В Якутске стартовало первенство среди школьников по настольному теннису. Лучшие будут представлять республику на первенстве Дальнего Востока. В мире не так много избирательных систем, которые находятся на таком же уровне прозрачности и открытости, как российская. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Избирательная комиссия России, по ее словам, всегда уделяет огромное внимание информированию населения и задействует все возможные ресурсы от уличных билбордов до листовок, от федеральных каналов до муниципальных газет и от официального сайта ЦИК до своих социальных сетей. В России, по данным на начало года, численность избирателей составила более 112 миллионов. Об этом также заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По данным МИД России, еще 1 миллион 800 тысяч избирателей находятся или проживают за пределами России и на территории города Байконур – 11 924 избирателя. Комиссии уточнят списки избирателей вплоть до первого дня голосования, поскольку у нас страна очень мобильная, люди перемещаются, есть разного рода изменения. Все учитывается до последнего момента, чтобы никого не упустить, заключила глава ЦИК. До самого главного политического события страны – выборов президента России – остается менее одного дня. Уже завтра, 15 марта, в 8 утра по местному времени начнут свою работу избирательные участки. Они вовсю готовятся к проведению трехдневного голосования. На одном из участков в Якутске побывала моя коллега Вероника Таюрская. Всего в Якутске в день голосования откроют свои двери свыше 100 участковых избирательных комиссий. 59 из них расположены в зданиях учебных заведений. Одна из них находится в 29-й школе столицы. На первом этаже начали устанавливать кабинки для тайного голосования, ящики и урны. В 36 образовательных учреждениях города Якутска организовано 59 участково-избирательных комиссий, как и в нашей школе. И 15-16 для учащихся будет организовано дистанционное обучение с применением информационно-коммуникационных технологий. Одним из председателей участковой комиссии является Олимпиада Халимова. Вот уже 10 лет она занимается информированием, обучением членов УИК, а также открытием и закрытием участка. По ее словам, количество избирателей увеличилось, а молодых голосующих, чей возраст недавно достиг 18 лет, стало больше. Работу начинаем слаженно, очень хорошо. На завтра мы первый день голосования уже готовы. Избирателей всего у нас в округе 1580 на сегодняшний день. Возможно, будут исключения по заявлениям по месту нахождения. По сообщению территориальной избирательной комиссии, все бюллетени со специальными марками уже доставлены на участки. Участковые избирательные комиссии будут оснащены системами видеонаблюдения, что позволяет обеспечить прозрачность выборов. Трансляция с них в режиме реального времени будет передаваться в специализированные центры, где за ходом голосования будут следить в том числе и общественные наблюдатели. 15 марта в 8 часов утра в Якутске и Житае все 126 избирательных участков, в том числе временных, откроют свои двери, а 1700 членов участковых избирательных комиссий приступят к своей работе, чтобы избиратели смогли проголосовать на выборах президента России. Главным приоритетом при проведении голосования является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Для этого приняты все необходимые меры. Голосование на выборах президента Российской Федерации будет проходить 15, 16, 17 марта с 8 утра до 20 часов вечера без перерыва на обед. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.
Ну а сегодня уже завершилось предварительное голосование. Досрочно бюллетени заполнили граждане, которые не смогут прийти на избирательные участки в назначенные даты. В Алданском районе выбор сделали более 1000 человек. В труднодоступные и отдаленные местности члены территориальной избирательной комиссии совершили 18 рейсов. За ходом голосования в одной из коренных родовых общин наблюдали наши корреспонденты. После процедуры досмотра пассажиры, члены Алданской территориальной избирательной комиссии, проследовали на посадку. Вертолет отправился за 1000 километров от Алдана, в местность Чайдах, где находится коренная родовая община имени Владимира Сидорова. В настоящее время в тайге проживают 5 семей. Избирательным правом наделены 11 человек. Заранее мы это готовимся как бы. Вот, определенные числа нам говорят, до недели, и что вертолет вылетает, и мы собираемся вот в одну кучу. И вот голосуем. Заполненные бюллетени сразу запечатываются и помещаются в переносной ящик. Он будет вскрыт 17 марта после 20:00, когда начнется подсчет голосов. Члены Алданской территориальной избирательной комиссии отмечают, что на участках оленьих стойбищ выборы всегда проходят организованно. Досрочное голосование идет нормально. Вчера 100% голосовали в родовой общине Иджик. И сегодня вот где-то 90% получается. У них очень организованно. Они быстренько собираются и встречают очень гостеприимно. Проживающие в тайге члены родовой общины имени Владимира Сидорова являются избирателями участка номер 36 села Хатыстыр. Право сделать выбор гражданам было предоставлено в период досрочного голосования, так как ввиду отдаленности и труднодоступности присутствовать в дни выборов на участке для оленеводов проблематично. К тому же оставлять хозяйство без присмотра нельзя. Дорога из стойбища занимает несколько дней. Далеко живем, да? Оттуда тоже вертолет год один раз может быть, вот когда выборы. А так она не летает. Сегодня последний день предварительного голосования, когда граждане могут заполнить бюллетени досрочно. В Алданском районе выбор уже сделали более 1000 человек. Всего у нас было 18 маршрутов, это 16 наземным транспортом, это такие как УАЗик, да, снегоходы использовали наша участковая избирательная комиссия номер 36, и 2 у нас было маршрута, это авиамаршруты. Досрочное голосование завершается. В пятницу в 8 утра по местному времени начнут работу избирательные участки. По решению Центральной избирательной комиссии главные выборы страны пройдут с 15 по 17 марта. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков посетил Жатайскую судоверфь и ознакомился с ходом строительства объекта. Отмечается, что был проведен ряд организационных мероприятий. Так, на данный момент новый подрядчик определен. Ведутся работы по завозу материала, техники и найму людей. Строительная готовность составляет 66%. Планирует завершить данный объект до конца текущего года по поручению президента Владимира Путина. Отметим, данный проект реализуется в рамках государственной программы развития Арктики. Ввод Жатайской судоверфи обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок, в том числе по Северному морскому пути. Были проведены ряд организационно-управленческих мероприятий. Это и смена руководства, и смена недобросовестного подрядчика. Сегодня определен новый подрядчик, и сегодня мы рассматриваем, составлен план-график работы, и, соответственно, для завершения этого объекта до конца текущего года, напомню, есть поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина завершить этот объект. В эти дни в республике начинается прием в учебные организации. Ежегодно с апреля начинается прием в дошкольные образовательные учреждения. Для этого будет подготовлено более 168 тысяч мест в более чем 745 учебных организациях. Особым правом поступления пользуются дети военнослужащих и участников спецоперации, а также те дети, у которых в тех школах учится старший брат или сестра. С 20 июня откроются приемные комиссии колледжей и техникумов. Всего 6712 мест. В вузы республики принимаются заявки на поступление не позднее 20 июня. Это более 5000 мест. Кроме того, в августе традиционно пройдет прием заявок на учреждения дополнительного образования, которых в Якутии насчитывается 176. Прием документов проводится на портале госуслуг через личный кабинет.
В связи с переходом на электронный прием заявлений на государственные и муниципальные услуги необходимо активно пользоваться своим личным кабинетом в госуслугах, где вы можете выбрать для себя и образовательную организацию, и образовательные программы для будущего своих детей. Ну а в Мирном состоялось торжественное вручение свидетельств на получение социальной выплаты, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 18 молодым семьям, из которых 6 многодетные. Реализация мероприятий по повышению качества жизни таких семей производится в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Финансовое обеспечение осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета республики и района. Всего за этот год в районе такие сертификаты получат 39 семей. Очень рада получить данный сертификат. Хотим сказать спасибо администрации, также компании. И собираемся потратить наш сертификат на погашение ипотеки. У нас есть ипотека, квартира приобретена, и вот на погашение данной ипотеки. Очень помогают, как бы суммы в сертификате, как нам выдают, не такие уж и маленькие, что очень помогает семьям. Свой столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, ветеран спорта РСФСР Наум Трифонович Слепцов. Он родился 8 марта в 1924 году в селе Черкёк Татинского улуса. Участнику Великой Отечественной войны вручили почетный знак долгожителя и СААС. Перешагнув рубеж столетия, Наум Трифонович планирует встретить 80-летие Великой Победы в добром здравии и открыть капсулу времени с наказом будущим поколениям. Сегодня мы отмечаем этот знаковый юбилей. Хочу сказать, что в городе Якутске у нас проживает столетник, у нас 9 человек, из них 4 участника Великой Отечественной войны. От себя хочу пожелать действительно, это знаковое событие. И Наум Трифонович в 100 лет свои остается активным деятельным ветераном. Театральная весна в Ленске продолжается. Уже несколько дней подряд ленчан радует коллектив театра имени Пушкина. Например, спектакль «Капитанская дочка» прошел с аншлагом и привнес в повседневную жизнь ленчан позитивные эмоции. За сценическими перипетиями Петра Гринева наблюдала и моя коллега Светлана Балеева. Всю эту неделю в Ленске с гастролями будет находиться Государственный академический русский театр имени Пушкина, город Якутск. Приехал он большим составом, более 50 человек. Среди них не только актеры, но и звукорежиссеры и технические службы. С собой привезли все необходимые декорации. Многотонная фура добиралась до Ленска несколько дней. Еще сутки ушли на то, чтобы адаптировать сцену под спектакль. Мы постарались максимально все, что от нас зависит, технически собрать, как-то вместить, вкрапить на этой площадке. Надеюсь, все-таки мы в качестве нисколько не потеряем и донесем до зрителя то, что мы хотели рассказать и показать. Спектакль «Капитанская дочка» – визитная карточка театра. Был показан ленчанам первым. Шоу 2 вечера подряд. Свободных мест в зале не было. Более того, билеты были раскуплены еще до приезда артистов. Сегодня замечательный день, потому что никогда к нам в Ленск не приезжали на такие большие гастроли. Наши прекрасные артисты в таком большом составе. Поэтому я очень счастлива, предлагаю всем ленчанам в течение всей недели посетить эти прекрасные спектакли. Ведь такое попадает нам не очень часто. Директор театра, художественный руководитель Александр Лобанов перед выходом на сцену рассказал нам, что Ленск с гастролями планировали посетить давно, но возникали сложности. Сегодня он рад, что наконец-то выпала такая возможность. Для нас это праздник, для нас это новые зрители, для нас это новые ощущения. И, конечно же, у нас у всех приподнятое настроение. Надеемся мы это настроение подарить и ленскому зрителю. Ленчане, затаив дыхание, на протяжении 2,5 часов смотрели на актеров. Их игра была фантастической. Удивляли и декорации. Они постоянно менялись. Герои постановки появлялись на сцене из ниоткуда. Потом также неожиданно исчезали. И нужно было нанимать мужчин и тратить лишние деньги, как будто и своих людей не стал. Солдат прусской армии, вас наняли учителем, а вы занимаетесь распутством и пьянством. Да, вот тебе вот тебе живопись. Оригинальная постановка, музыкальное сопровождение, блестящая игра актеров сделали свое дело. Спектакль прошел с большим аншлагом. Ленчане аплодировали стоя, а актеры признались, что очень волновались перед выходом к новым зрителям.
Волнительно, волнительно, конечно. Это всегда новая сцена, новый зритель. Это всегда волнительно для любого, даже народных артистов. Это всегда очень такое чувство. Ух. Впереди еще несколько постановок: комедия «Голландцы и аристократы» и «Часы с кукушкой». Также для семейного просмотра с детьми театр привез сказку «Золотой ключик», она же «Приключения Буратино». Ее можно будет посмотреть уже в выходные. Гастроли продлятся до 17 марта. Директор театра пообещал, что приезжать в Ленск с новыми спектаклями актеры будут чаще. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутия традиционно выбирает Владивосток для покупки автомобилей и автозапчастей. Как складывается ситуация на главном авторынке страны, расскажет Лиана Михайлова. Зеленка. Вот так называют автомобильный рынок местные жители. Один из самых крупнейших авторынков в России, привлекает покупателей Дальнего Востока и не только возможностью приобрести японские автомобили по доступным ценам. Даже через несколько экономических кризисов и переломных моментов рынок старается приспособиться к изменившейся ситуации. По статистике стало известно, что Республика Саха-Якутия стоит на первом месте по количеству покупателей автомобильной продукции на Дальнем Востоке. Ежедневно местным автодилерам поступают многочисленные заказы. Из-за стремительного повышения цен на рынке спрос на покупку авто вырос еще сильнее. Изменение курса валюты, принятые законы и санкции – вот факторы, ставшие этому причиной. Как отмечает автоспециалист Николай Алексеев, цены на авто уменьшаться не будут. Причина повышения цен на машины. Тут уже несколько факторов. Санкции, допустим, курс валюты и новый закон. Из-за этого цены выросли. Жесть. Спрос, он чуть спал, но все равно люди покупают, потому что машина – это как бы необходимость передвижения. Поэтому все покупают, но чуть спал. Вопрос о постоянно меняющейся ситуации на рынке Владивостока всегда остается актуальным. После предпринятых государством определенных мер процесс покупки свежих авто из Японии стал сложнее. Авто литражом меньше 1,9 литров ввезти уже нельзя. Появилось правило уплаты утильсбора и многие другие нюансы. Сергей Дементьев поделился информацией о том, как в нынешнее время водителям стоит покупать авто и на что стоит обратить пристальное внимание. Помимо ЭПТС, СБКТС, 2 таможенных квитанций, таможенно-приходные квитанции и ПТД, пассажирская таможенная декларация, у вас еще должны быть документы, подтверждающие уплату самого утильсбора. Поэтому, естественно, первым делом вы должны проверить легальность ввоза. То есть, если это будет юрлицо, там будет указано, что автомобиль ввезен на юрлицо, там будет пакет документов, который подтверждает о том, что автомобиль был ввезен на юрлицо. И вы увидите, естественно, что там уплачен утильсбор. Это, в принципе, можно проверить. Автомобильная мекка Дальнего Востока ежедневно пополняется новыми экземплярами из Японии и многих других стран. Авторынок вовсе не собирается приостанавливать свою работу, а наоборот развиваться и расширять спектр своих услуг. В дальнейшем авто отсюда направляется во все регионы нашей страны. Лиана Михайлова, Владивосток. Факел эстафеты огня 8-х международных игр «Дети Азии» посетит все 36 районов республики. Общая протяженность эстафеты составит более 35 тысяч километров. 550 факелоносцев доберутся до всех уголков Якутии как наземным, так и воздушным путем. Помимо этого будут задействованы на местах 1000 волонтеров. Традиционно церемония зажжения состоится у подножия Ленских столбов 19 марта. Старт эстафете будет дан с родины основателя игр «Дети Азии» Михаила Николаева с Хангаласского района города Покровска. Ну а завершится эстафета в день церемонии открытия международных игр в Якутске. Все 36 районов уже подготовили все свои маршруты, места посещения. Кроме того, мы планируем в ряде районов размещение факела и лампы с огнем для посещения граждан, чтобы они прикоснулись к этому. Еще раз повторю, это является одним из главных событий, предваряющих сами игры. Ну а до начала спартакиады осталось 10 дней. Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 25 по 31 марта. Принимать финальный этап будут 2 города Южной Якутии – это Нерюнгри и Алдан. Лучшие спортсмены со всех районов республики уже готовы побороться за победу. Ирина Жданова продолжит тему.
Нерюнгринские лыжники и сноубордисты занимаются на склоне горы Брусничная. То, что световой день стал длиннее, а погода теплее, все эти факторы придают нашим спортсменам сил и уверенности в победе. Свободный стиль, скорость и адреналин привлекли Владимира Шарапова, который уже 15 лет занимается сноубордом. Но подготовка к спартакиаде – это не просто креативное катание по заснеженным склонам, это ответственность за честь своей команды и своего района. В нашем регионе очень тяжело подобрать правильный вид спорта, так как 9 месяцев зима, а это, наверное, один из лучших видов. Каждые выходные мы проводим тренировки. Вот сейчас официальная тренировка на склоне, уже на протяжении 3 часов катаюсь. Тяжело так. Так я никогда не потел в спортзале, как потею сейчас на склоне. Кроме сноубордистов, на базе спортивного клуба «Высотник» оттачивают свое мастерство и лыжники. На спартакиаде будут представлены самые зрелищные и динамичные дисциплины в горных лыжах. Это слалом и гигантский слалом. В горнолыжном спорте я уже больше 10 лет занимаюсь. Все, и катаемся, как пришла в «Высотник», так и катаюсь. Очень интенсивно, я считаю, у кого насколько времени хватает. Отлично проходит. На нашей горе всегда, когда дома, и это всегда хорошо. Подготовка к спартакиаде началась сразу, как только спали морозы. С конца февраля трасса открыта для всех желающих тренироваться. Мы каждый год же проводим свои местные соревнования. Мы уже знаем лучших спортсменов. Когда стало известно, что будет спартакиада, кинули клич добровольцы, желающие, кто хорошо катается, кто знает правила соревнований, выбрали лучшие из лучших. Вот получилась заявка по 2 видам спорта. Вот я как раз отвечаю от района за 2 вида спорта на этой спартакиаде. Всего в финал спартакиады вошли 10 видов спорта. В Нерюнгри пройдут соревнования по хоккею, фигурному катанию и северному троеборью. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске стартовал турнир по национальной борьбе «Хапсагай» среди студентов СПО. Он посвящен двукратному чемпиону РСФСР, СССР по вольной борьбе Григорию Христофорову. В этом году принимают участие студенты из 12 разных команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир проводится в формате стенка на стенку. За звание лучшей команды в 7 весовых категориях на ковер выйдут 120 борцов. Главной особенностью нынешних соревнований – это схватки за личное первенство по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм. Григорий Николаевич проработал в системе профтехобразования около 40 лет, является отличником профессионально-технического образования Российской Федерации, мастером спорта международного класса Советского Союза. Об успехах даже последние годы своей работы наш техникум в 2019 году в комплексной спартакиаде занимал 3-е место, в 2020 году мы заняли 1-е место. Также в Якутии проходит первенство по настольному теннису. Спортивное событие будет проходить в Якутске с 13 по 17 марта в новом зале настольного тенниса спортивного комплекса «Дахсун». У победителей будет возможность поехать в составе сборной на первенство Дальнего Востока. Как проходит соревнование, расскажет Дарья Короленкова. Ловкость, скорость и внимательность – вот какими качествами обладают юные спортсмены сегодняшних соревнований по настольному теннису. 188 участников из 14 районов покажут все свое мастерство в деле. Очень многие юные спортсмены принимают участие в таких масштабных соревнованиях впервые, а кто-то уже является опытным участником. Антон Харитонов занимается настольным теннисом уже больше 3 лет и уже успел за эти годы принять участие в состязаниях по теннису более 10 раз. Соперников много, соперников есть сильнее тебя. Мне хотелось бы полететь в Хабаровск и занять 1-е место. Спортивные соревнования оценивают опытные профессиональные судьи. Так, старший тренер по настольному теннису Аркадий Иванов проводит такие чемпионаты с 2010 года. Он уверен, что организация мероприятия в этом году прошла на высоком уровне. Сегодня играем командные соревнования, в них участвуют 12 команд среди мальчиков и 9 команд среди девочек. В финальный этап вышли бороться за 1-е место команды среди мальчиков Чурапчинска и Мегина Кангаласка улусов. А среди девочек за 1-е место вышли бороться Нерюнгринский район и Кангаласский улус.
Команда из спортивной школы «Лидер» города Нерюнгри уже не в первый раз принимает участие в первенстве республики по разным возрастным категориям. По словам тренера, на эти соревнования прибыла очень хорошая команда из мальчиков и девочек в составе 14 человек. В состав нашей сборной команды входят участницы, которые принимали уже участие в первенствах Дальнего Востока до 16 лет. Вот в Хабаровск мы ездили, довольно-таки выступили на хорошем уровне. Сейчас будем претендовать на первую тройку для того, чтобы попасть в состав Республики Саха-Якутия и представлять нашу республику на Дальнем Востоке. Для меня это очень огромная возможность побывать побольше по России, по большим местам в городе нашем и поучаствовать на таких больших соревнованиях. Это очень круто, что в республике, в моем районе есть такие соревнования. Почти 200 спортсменов стремятся к первым местам, ведь именно из победителей и чемпионов будет строиться сборная команда Якутии, которая потом будет представлять республику в Хабаровске. Дарья Короленкова, Григорий Оглобков, Якутск. К этому часу у меня вся информация. До встречи в эфире.